Выпуск подошел к концу. Настало время деталей дня с Еленой Красильниковой. Елена, вам слово. Спасибо, Егор. Второй день мы наблюдаем за работой в республике съемочной бригады кулинарно-этнографической программы «Поедим-поедим» телеканала НТВ. В своей группе ВКонтакте авторы гастрономических экспедиций уже написали, что Коми встретила их комарами, которых тут очень-очень много. Они еще в нашем Усинске не бывали. Ведущий англичанин Джон Уоррен и компания посмотрели Сыктывкар, сгоняли в Краткий-Рос и село Иб, и завтра поедут в Ухту и Троицко-Печорский район. И, конечно, увидят плато Мань-Пупунер, одно из 7 чудес России. Ну а мы в деталях дня обсудим, почему российские и иностранные туристы не спешат отдыхать в нашей республике. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» изучили туристическую привлекательность регионов. По итогам 2015 года Коми, к сожалению, заняла только 54-е место наряду с Иркутской областью и Бурятией, даже не золотая середина. Коми вошла в группу регионов с колоссальным туристическим потенциалом и низкой доступностью красот. Екатерина Столярова внимательно посмотрела видео и фотоматериалы иностранных и российских тревел-журналистов, которые не испугались нашего бездорожья. Где эта республика Коми? Для жителей России до сих пор загадка. Терра инкогнита. Ах, да, это там, где плато Мань-Пупунер. А вот недалеко от реки Печора, на вершине плато Мань-Пупунер, стоят 7 каменных стражей высотой по 40 метров. Это одно из чудес России. О как! Для тревел-журналистов в Коми есть где развернуться. Территория огромная, природа нетронутая. Похоже, здесь действительно совершались какие-то обряды. Кстати, предание гласит, что если подниматься сюда с чистым сердцем, добрыми намерениями, не кричать, не шуметь и, главное, ничего здесь не трогать, то целый год будет сопутствовать удача. До корабельной чащи Пришвина московские фотографы добирались 4 суток по Удырским болотам. Пешком. По выражению участников тест-тура, это настоящие Коми-джунгли, а сам маршрут по плечу только экстремалам. Ведущим реалити-шоу «Hello Russia» телеканала «Пятница» повезло больше. Они хоть и застряли на Удырской дороге, но потом плыли на катере. Большая пыса – это изначально вызов для любого мужчины. А та искра, которая когда-то зажглась во мне, не погасла, несмотря на все трудности в пути. Как бы сказал Достоевский, вперед за своей жемчужиной. Час по реке, и вот она. Выглядит, как городок из сказки. Домики как будто стоят на чудо-юдо-рыбе-ките. Большая пыса переводится как священное место. Оно славится своей красотой с 15 века. И, кстати, как говорят местные, сначала появилась большая пыса, а уже потом все остальное. Села и деревни вокруг нее. Англичанин Винни Джонс приезжал в Воркуту за экзотикой, чтобы рассказать реально о России. Именно так называется его цикл документальных фильмов. Голливудскую знаменитость сопровождал 3-кратный победитель оленьих бегов. Я путешествую по Арктике, рискую жизнью на оленьих бегах и пробую местную пищу. Местную пищу попробовал и журналист телеканала «Моя планета» Андрей Панкратов, который посмотрел Ижму и Усть-Цильму. «Рай на земле, неужели он в Коми?» – заявил путешественник. Меняют экспонаты. Минус 52 зимой, а им хоть бы хны с такими печками. Настрогать строганинки в чумовом чуме, оленина как лекарство от рака. Почем она у них и у нас. Конкурс невест без бикини. Смотрите, не пропустите. Известный российский актер Финн Вилли Хапасала попытался за 7 дней объехать республику. Конечно, ему это не удалось. Знаток национальной охоты и рыбалки доехал до Троицко-Печорского района. Самые сильные эмоции ощутив не только на плато Мань-Пупунер, но и на лосеферме в поселке Якша. Может, не надо тогда? Она же боится. Ну, тогда, Вика, давай, тогда не надо. Одним словом, в Коми есть что посмотреть. Другой вопрос, а как до этих красот добраться? И сколько нужно вложить средств и сил, чтобы отдых в Коми перестал быть экстремальным?
А сколько же туристов и откуда выбирают отдых в Коми? Эту информацию нам предоставило Министерство культуры, туризма и архивного дела региона. Итак, по итогам 2015 года 240 тысяч человек побывали в разных районах Коми. 80% это жители Республики Коми, 19% жители других регионов и менее 2% это иностранные туристы. Какие же наиболее популярные виды туризма в нашей республике? 35% это туризм событийный. Далее 19% это культурно-познавательный туризм, 16% деловой, природно-экологический туризм 10%, этнотуризм 8% и менее 4% это паломнический туризм, санаторно-курортный, рыболовно-охотничий и туризм выходного дня. Если говорить о событийном туризме, то вот топ-5 событий 2015 года. Фестиваль «Люди леса», мультифестиваль «Ибица», праздник рыбного пирога «Черенянь-Гаш» в Печоре, Уссыльмская горка и фестиваль «Сосногорье». Если брать муниципалитеты, то тройка лидеров по посещаемости – Сыктывдинский район, Сыктывкар и Воркута. Всего в Коми 111 туристских продуктов, и в этой отрасли занято почти 2000 человек. Итак, почему же стоит отдыхать в нашей республике, мы обсудим сегодня с директором Финно-Угорского этнопарка Натальей Филиной. Наталья Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать вопрос гостю, можете высказать свое мнение по телефону 46 90 60. Наталья Петровна, вот мы посмотрели сейчас сюжет. Мы участвуем во многих международных туристических выставках. Мы вот приглашаем самых лучших журналистов, чтобы они приехали, потом показали, рассказали миру о нас. Но не едут к нам. Мы зря стараемся, мы плохо стараемся. Я думаю, что нет. Статистика как раз-таки показывает обратно. Ну, возможно, не в таком количестве, в котором нам хотелось бы. И, может быть, слишком рано говорить о таком, может быть, широком, да, смысле потоке туристов в регион. Но, тем не менее, старт дан, старт неплохой. Я думаю, что у нас все впереди. Почему же не развивается у нас въездной туризм так, как нам бы хотелось? Вот этот вопрос мы задали секретарю Коми-отделения Русского географического общества в Ухте Александру Лебедеву. Слушаем. Последние, значит, лет 20 периодически с различной степенью успеха и неуспеха у нас в республике осуществляются попытки развития этой отрасли. Идет все дело тяжело. Тут несколько объективных причин. Начиная с того, что у нас действительно республика с очень плохой транспортной сетью. У нас объекты, достойные туристического внимания, находятся в зоне сложного доступа. У нас транспортная схема вся крутится вокруг железной дороги, вот, которая заканчивается на Воркуте. А все объекты, в общем-то, находятся, в основном интересный объект находится на Урале, на Приполярном Урале. И даже там высочайшая гора Урала, Народная. Там нужно 5 часов 6 трястись на Урале, на автомобиле Урал. Вот, по дороге, которая, можно смело сказать, направление. Вот. И, в общем-то, в таких условиях развивать тот туризм, как хотелось бы, наверное, очень сложно. А вот нам Александр Лебедев еще дополнил наше интервью такой информацией, что Норвегия и Финляндия с нуля в течение 20 лет строили туристическую инфраструктуру совершенно сознательно. Вбухивали большие деньги и получили результат. Наталья Петровна, вы возглавляли агентство по туризму до того, как оно влилось в Министерство культуры. Вообще велись такие просчеты, подсчеты? А вообще какая-то колоссальная сумма нам необходима, чтобы создать эту туристическую инфраструктуру? Ну, естественно, речь идет о больших инвестициях. Ну, вы сами примерно сказали, вот что это 20 лет для Норвегии заняла. Финляндия примерно столько же строила туристическую инфраструктуру и тоже с нуля, и тоже целенаправленно. Я, к сожалению, точных цифр сейчас не назову, но то, что это огромное капиталовложение, потому что это инфраструктура, мы тоже все понимаем. Нет инвесторов? Возможно, и в этом проблема. Возможно, проблема в собственных каких-то там, да, средствах финансирования, я имею в виду регион. То есть... Или все-таки нет пока желания вот так серьезно заниматься этой отраслью? Я не думаю, что нет желания. Желание есть, иначе бы мы не развивали въездной внутренний туризм, иначе бы мы не сливали туризм сейчас в Министерство культуры, то, как это сделала вся Россия. Желание есть, безусловно, и возможности тоже есть. И не сказать, что мы ничего не делаем. Взять хотя бы нашу сеть местных аэропортов. Ведь это большой шаг вперед, и это было вот буквально сейчас, совсем недавно. Не далее, как 5 лет тому назад, у нас не было аэропортов местных в райцентрах.
Сейчас до райцентров, пожалуйста, на Эльке долететь час-полтора, и мы у места. Наталья Петровна, но ведь дело не только в дорогах. Например, в апреле 2014 года к нам в Сыктывкар приезжал известный блогер-путешественник Илья Варламов. Его поселили в гостинице на стадионе имени Раисы Сметаниной. И не оказалось интернета в его номере. Блогер – это же профессия фактически. Вышел небольшой скандал, его потом переселили в Сыктывкар. И дело ведь не в том, что человек блогер или не блогер. Просто сегодня массовый путешественник, он не готов ездить в районы, где нет интернета. Вот что-то у нас изменилось в этом плане? Отели, гостиницы у нас все-таки с интернетом или нет? Ну, я много путешествую и по работе, и по учебе, и вообще, в принципе. Я была и в Устцельме, вот если удаленные районы брать, да, и в Вижме, и могу сказать, что останавливалась в местных гостиницах, там они все подключены к интернету, есть Wi-Fi. А вот самих гостиниц и гостевых домов хватает? Вот я знаю, паломники, когда едут в Ульяновский монастырь, им негде разместиться. Ульяновский монастырь предоставляет площадь для размещения. Я лично там была, смотрела. Но, может быть, недостаточно? Ну, возможно, паломников тогда больше, вернее, много, да, чем вот средства размещения. Но, тем не менее, они имеются, есть возможность остановиться. Есть возможность остановиться тогда в селах, в райцентрах, в гостевых домах. То есть никакой проблемы вы здесь не видите? Или все-таки надо строить дополнительные гостевые дома и отели? Строить, естественно, надо. И не только строить, но и улучшать сервис и качество обслуживания, как в гостевых домах, так и в гостиницах, там, в хостелах, например, сейчас же тоже тенденция пошла, да, мы открываем хостелы везде, в жилых домах и так далее. Вот это важное качество, важный показатель, едет к нам турист или не едет. Вот мне говорят, что у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Моя фамилия Чистякова. Я живу, зовут меня Тамара Геннадьевна. Вот мне бы хотелось узнать, посоветовать. Вот у нас же ведь вот небольшие такие катера. Почему бы вот не устроить вот такие выезды, вот выезд по северным рекам на 1-2 дня? Вот даже если нет там какого-то гостевого дома или каких-то вот таких условий, ну 1-2 ночи ведь можно переночевать и на катере. У нас очень красивые места в Коме, а мы вот в городе сидим, и у нас вот возможности нету вот именно по речкам, по нашим прокатиться. Наталья Петровна, ну вот как у нас с водным транспортом, с водными маршрутами? Ну, как правило, если у потребителя есть спрос, то у субъектов турбизнеса есть предложение. Я уверена, что они все изучают спрос на рынке, и если он окупает, что называется, да, их вложение в данный турпродукт, то они его делают и предоставляют. Я знаю, что катера у нас ездят на Печоре, в том числе в труднодоступные удаленные места. Это как раз те места, до которых нет дорог. И в этом плане они какой-то пробел закрывают, конечно, в плане вот инфраструктуры. А если сейчас туры, которые, вот, о которых говорит, значит, наша телезритель, да, я, к сожалению, сейчас сказать не могу, но говорю, спрос рождает предложение. То, как можно раскрутить туристический объект, мы убедились на примере конкурса «7 чудес России». Один из победителей – это как раз плато Мань-Пупунер. Теперь это визитная карточка нашей республики. Для узнаваемости территории это, конечно, очень здорово. И я предлагаю сейчас послушать комментарий блогера-путешественника. Итак, слушаем Сергея Долю. Если я приезжаю в Штаты, да, я знаю, что в Нью-Йорк я приехал посмотреть небоскребы, в Лас-Вегас я приехал поиграть, в Орландо я приехал в Диснейленд. А у нас, если я был в Екатеринбурге, что мне делать в Перми? Если я был в Суздале, что мне делать в Владимире? Ну, город с церковью посередине. У наших городов отсутствует дифференциация, то есть нету каких-то ярко выраженных фишек. Люди не понимают, зачем то ехать. У нас есть Москва с Красной площадью, Питер с белыми ночами и, я не знаю, там Эрмитажем, Сочи с Олимпиадой, Владивосток с кальмарами. Что у нас еще есть? Иркутск с Байкалом, ну и Астрахань с рыбалкой. Пожалуй, все. А Коми, подождите, а как вы думаете, что есть? Ну, у нас есть Мань-Пупунер, понимаете. Ночи, извините, тоже есть. И ночи, кстати. Нет, смотрите, на мой взгляд, у вас есть Мань-Пупунер. То есть это колоссальнейшая, это самая крутая, я не знаю, достопримечательность России. То есть нету ничего круче, ни Красноярские столбы, ни Ленские столбы, ни Камчатские вулканы не могут сравниться с Мань-Пупунером. Если мы возьмем, то есть это может реально, если сделать правильную инфраструктуру, если рядом построить там аэропорт,
то если рядом построить гостиницы, построить, я не знаю, специальные дорожки, по которым люди будут ходить, чтобы они не нарушали вот этот вот мох ценный, который там есть, чтобы люди не приезжали туда из Перми на квадроциклах и не гоняли вокруг столбов, то из этого можно сделать самую главную достопримечательность России. Но вот что получилось. Мань-Пупунёр-то мы распиарили, но вот к такому потоку туристов оказались не готовы. Плато находится в Печора-Илочском заповеднике, а заповедник – это особо охраняемая территория. И тут к болванам двинулись дикие туристы на вездеходах и вертолетах, вытоптаны лишайники, горы мусора. Люди стремились не только обнять горных идолов, но и взять на память небольшие камушки. Осталось только написать «Здесь был Вася». И, конечно, заповедник выступил категорически против такого, в кавычках, экотуризма. Многие запреты возмутили путешественников и прежде всего путешественников из Коми, для которых плато фактически оказалось закрыто. Зато доступно туристам из Пермского края и Свердловской области, откуда летают вертолеты. И самые радикальные наши путешественники уже заявили, что мы отдали Мань-Пупунёр соседям. Я предлагаю сейчас выслушать позицию заповедника. Политику заповедника, я считаю, что нужно продвигать в широкие массы и объяснять, что мы не запрещаем проход, но мы его ограничиваем с тем расчетом, чтобы все-таки заповедник остался заповедником. Надо искать туроператора, который бы этим занялся, поскольку сам заповедник не формирует туристические группы, а посетить заповедник можно только в составе сформированной группы и в сопровождении обязательно с туроператором или с проводником заповедника. То есть самостоятельные маршруты по заповеднику не разрешены. Это режимная территория, понимаете? Накануне в Сыктывкарском университете во время дискуссии о плато Мань-Пупунёр директор заповедника четко дал понять 3 вещи. Я даже для себя их выписала. Первое. Ночевка на территории заповедника категорически запрещена. Все маршруты в пределах 1 дня, не более. Второе. Приветствуются вертолетные посещения. Оборудована специальная вертолетная площадка. Никакого обнимания идолов больше не будет, и без системного хождения тоже. Будут тропы и будут 2 смотровые площадки. И третье, усиливается охрана заповедника. Я тоже была на этой дискуссии и видела вот это заявление, что не будет ночевок и 1 день. Какая была реакция у туристов? Они возмущались, действительно, они выражали протест и даже сказали, что заповедник просто не хочет работать. Ночевка приносит какой-то дополнительный дискомфорт заповеднику, который просто не хочет работать. Вывести этот мусор со стоянки, который накопится, ну и так далее. Поддерживать тропу в нужном состоянии. Да, если тропа не оборудована, она будет разрушаться постоянно. Люди будут ходить в ужасных условиях. А почему мы не можем... Вот моя группа приводила пример Норвегию, где этих дорог выстроено 2000 километров. А у нас речь идет о 36 километрах, которые становятся нам гигантской проблемой, которую мы в республике не можем решить. Наталья Петровна, вот в этом споре вы на чьей стороне? Я, скажем так, и не на той, и не на этой, потому что здесь правы и заповедники, туристы, которые хотят отдохнуть в заповеднике и посмотреть одно из 7 чудес России. Вы правильно сказали, это распиаренное место, и именно благодаря Мань-Пупунёрам Коми знают как место для туризма въездного внутреннего. Однако я соглашусь и с заповедником, которых совершенно четкие цели и задачи. Это федеральные учреждения. Они должны охранять в первую очередь природу. И вот, опять же, этот уникальный памятник природы, чтобы оставить его будущим поколениям. Поэтому, мне кажется, тут задача найти некий компромисс, определить четко количество туристов, которые в год, может быть, могут посещать данное место, заповедники, оно определено, я знаю. Выдавать разрешения и в виде сформированных туристских групп действительно пропускать таких туристов, посмотреть на это чудо России. Вы знаете, что меня вот в этой дискуссии больше всего удивило? Оказывается, в республике нет ни одного туристического оператора, который организует выезды и вылеты на Мань-Пупунёр. Дескать, это невыгодно, это хлопотно, дохода мало, зато этим занимаются пермяки. И сейчас у меня по скайпу на прямой связи руководитель туристической компании Пермского края, единственный туроператор
с которым сотрудничает наш заповедник. Дмитрий Кириллов у нас на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, насколько эти туры невыгодны? Вот наши предприниматели говорят, ну, очень много хлопот, а выхлопа мало денежного. Что вы на это можете сказать? Ну, на самом деле, Печориловский заповедник не только с нами сотрудничает, он также сотрудничает с компанией Vertas. Насколько я знаю, она с Сыктывкара, крупная достаточно компания туристическая. Но дело в том, что вся беда заповедника в том, что он расположен наиболее невыгодно для жителей Коми Республики и для предпринимателей как таковых. Так сложилось, что самое доступное место для заповедника – это Пермский край. То есть с территории Пермского края легче всего посетить Печориловский заповедник. Дмитрий, так ли это или нет, что вы в этом году будете делать промежуточные посадки на вертолетах именно в нашей республике? Обязательно. Есть поселок Якша, он доступен для нашего борта, который базируется на севере Пермского края, это поселок Ныроб. И при наличии туристов с республики Коми мы запланировали полеты по маршруту Ныроб, Якша, Мань-Пупуньор. Скажите, так это или нет, что сумма такая колоссальная, один день это 30 тысяч, или это не так? Абсолютно правильно. Это себестоимость вертолета, абсолютная себестоимость. В эту стоимость входит страховка, одноразовое питание и плата за посещение заповедника. Ну, там она, конечно, мизерная, 100 рублей, но 99% съедает именно вертолет. Но согласитесь, это очень, конечно, большая сумма. Полностью с вами согласен. И несмотря на то, что стоимость 30 тысяч – это Ныроб, Мань-Пупуньор, мы согласились с руководством республики и через Якшу залетая, то есть это лишняя посадка, лишние километры, оставили все равно такую же стоимость. Есть альтернатива, ведь зайти значительно дешевле пешочком с перевала Дятлова, предположим, со стороны Свердловской области. Да, сказали, что будет сделан 10-километровый маршрут в этом году, и туристы смогут идти пешком. Но опять-таки от вашей восточной границы. Но вот география расположения Печориловского заповедника такова, что все-таки проще. С вашей стороны зайти проще. Ну, видите, Конечно. нам очень обидно. Дмитрий, скажите, а как вы боретесь с дикими туристами? Я знаю, что вы отслеживаете социальные сети, и уже 2 таких выезда на вездеходах вы совместно с заповедником просто прикрыли. Ну, на самом деле не 2, а десятки. Даже я имею в виду июньских, вот этих вот июньских уже. Июньские, да, это правда. Нам пришлось с марта месяца поработать в качестве разведчиков и прошерстить всю социальную сеть России, найти организаторов групп на Мань-Пупуньор, войти в ним доверие, записаться к ним в туристы, узнать, как они собираются достичь плато, с какой стороны, ночью, утром, с севера, запада, в туман, в дождь. Вот. И после того, как мы в мае месяце открыли всем этим организаторам глаза на существующий порядок в этом году, всех предупредили о том, что либо вы цивилизованно подходите к своему бизнесу, либо мы прикроем вашу деятельность. Ну, в итоге что ж, 99... Дмитрий, спасибо вам за такую бдительность, спасибо вам за информацию, и ждем ваши вертолеты в Якше. До свидания. До свидания. Сейчас предлагаю прерваться на короткую рекламу. Это программа «Детали дня». Сегодня в республике работает съемочная группа кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим» телеканала НТВ. Они уже были в Сыктывкаре, смотрели Карткероз, были в селе Иб, завтра и послезавтра Ухта и Троицко-Печерский район. А сегодня утром мы записали интервью с ведущим шоу Джоном Уорреном. Когда люди отдыхают, они хотят немножко переборчить во всех отношениях. Потому что, чтобы почувствовать, что они отдыхают. Иначе, если они живут, как они обычно работают, то это неинтересно. Коми – это же грибной край, рыбный край, ягодный край. Вот эти все крайности, я считаю, вот надо обязательно туристам впарить. Потому что турист тоже хочет, чтобы ему впарилось что-нибудь. Ну,
как будто это я не могу ничего не делать об этом, а у меня впарили. Я готовил фаршированный, я его называю всегда штирлиц. Ну, стерлядь, да? Ну, просто проще иностранцу сказать штирлиц. Штирлиц фаршированный с брусникой. Пуф, да? Пуф. Вот, с пувом. И мы делали такой салат из редьки, который называется, не говорите сейчас, Ириша Кошман. Ириша Кошман. Кушман, да. Вот, Ириса Кушман. Вот, очень похож на еврейку, да? Очень вкусный салат. Редька, картошка, лук зеленый, репчатый, белый и квас. Очень вкусно. Наталья Петровна, вот гастрономический туризм – это ведь особый, очень важный вид туризма. Согласна. И когда в апреле этого года сюда приезжала Маргарита Лянги, президент гильдии межэтнической журналистики, на что она обратила внимание? В отеле, куда ее заселили в Сыктывкаре, не было ни одного блюда из коми-кухни. Она ела на завтрак итальянскую пиццу. Конечно, мы не можем предпринимателей, там, владельца отеля или владельца ресторана заставить, но все-таки, согласитесь, это странно. Приезжает много туристов, и ни одного блюда, даже коми-шанги, нету в меню. Согласна. Ну, и согласитесь и вы, что тоже зависит от хозяйствующего субъекта. К примеру, в Ветнопарке у нас меню изобилует коми национальной кухни, и всегда можно прийти попробовать наше местное коми. Но вот что делать? Как-то же надо убеждать наших предпринимателей. Согласна, как-то надо убеждать, но мне кажется, предприниматель пока не увидит свою четкую прибыль от того, что это, опять же, востребовано потребителям, не только туристам, каких визных пока что процент не очень большой, но в том числе и нас в первую очередь. Вот мы, жители Республики Коми, должны полюбить нашу коми национальную кухню и предлагать ее не только есть самим, но и предлагать ее нашим друзьям, там, коллегам, гостям, а они уже будут, соответственно, предлагать его другим. Сарафанное радио. Ну вот я всегда друзьям предлагаю, мы долго изучаем меню, в какое, например, место сходить, чтобы там была коми-кухня. На самом деле проблема у нас есть. Сейчас туристические маршруты разрабатывают и муниципалитеты. И иногда им сложно определиться. Но вот, а что же у нас будет интересно туристам? С такой проблемой столкнулась Инга Усачева. Она руководит туристическим информационным центром «Шуда-Олым». Когда мы приезжали в район, столкнулись с тем, что я прихожу, мы сначала интернет-подборку сделали, я у них спрашиваю, у вас что есть? Они говорят, у нас ничего нет. Я говорю, нет, вот я нашла, у вас есть вот это, вот это, вот это. Есть? Есть. А вот это есть? Есть. А что, это интересно? Конечно. То есть для них, для самих, для жителей внутри, да, им кажется, что это неинтересно. Сейчас очень активно продвигают туристические маршруты, туризм, Троицко-Печорский район. Ну, например, можно вспомнить праздник охотника в Еремеево или праздник сена. И сейчас у нас на прямой связи представитель управления культуры этого района Ольга Бакаева. Ольга Леонидовна, здравствуйте. Добрый вечер. Чем же вы нас еще удивите в этом году? Удивлять мы можем, наверное, бесконечно, потому что Троицко-Печорская земля – это очень гостеприимная территория, и потенциал нашей земли очень огромный. Начиная с глубокой истории, которой уже более 600 лет, начиная со времен Стефана Пермского, это этнографический потенциал, наши старинные деревни, в которых сохранилась еще культура коми-народа. Ну и, безусловно, наша очень красивая природа и уникальный Печора-Илыжский заповедник. Ольга Леонидовна, вы хотели о новых каких-то маршрутах рассказать, да? Да, если возможно, в этом году к тем маршрутам, уже которые у нас апробированы, начиная с 2014 года, это тур Зарни-Туй, старинное село Покча, и Сегма по старинным илыжским деревням, у нас добавляется еще один тур. Эко-Якша. Это экологический тур. Буквально вот 4 июня прошел первый рекламный тур, группа посетила Якшу. В рамках этого тура представлена программа комплексная. Там мероприятия самого заповедника, это и лось, и ферма, и уникальная экологическая тропа, и музей природы. Кроме этого еще добавляется
составляющая культуры. Это интересная досуговая программа прямо на территории самого заповедника. Ольга Леонидовна, но вот главная это проблема. Далеко вы находитесь, сложно до вас добраться. Даже из Сыктывкара, чтобы доехать на автобусе до Троицко-Печорска, нужно сделать 2 пересадки. Вы как-то с предпринимателями об этом говорите, чтобы возили туристов по другой какой-то схеме, более организованно? Ну, я отчасти с вами не согласна. Дорога к нам намного стала лучше. Эта проблема была 2 года назад. Сейчас наша Ухтинская дорога уже в таком достаточно хорошем виде. 2,5 часа и мы в Ухте. 4,5 часа еще плюс и в Сыктывкаре. И ходят прямые коммерческие рейсы Троицко-Печорск-Сыктывкар. Они осуществляются ежедневно. Поэтому это вполне очень даже неплохое. Ольга Леонидовна, спасибо вам за информацию. Успехов, удачи в этот сезон. Вам спасибо большое. До свидания. А я хочу сказать, что у нас есть туробъекты, которые на пустом месте создавались. Например, в Сосногорске год назад появился первый в городе парк. Он называется Юготлун, Ясный день. И каждую неделю здесь проводят экскурсии сотрудники историко-краеведческого музея. Мой коллега Даниил Ланков не мог пройти мимо. На этом месте, где сейчас находится наш парк, находился пустырь. На этой территории практически ничего не было, только один лес. Появилась идея именно на этом месте создать такой интересный парк, где могут люди посещать с семьями, приходить туристы нашего города. Строительство парка заняло 2 года. Теперь здесь живут персонажи русских и коми-народных сказок и легенд. Второе название парка «Семейный». И тут, конечно, первым делом приходят на ум богатырь Пера и его жена, дочь солнца, Зарань. Причем Пера находится рядом со своим извечным врагом, змеем Гундером. Кто посещает этот парк? Конечно же, в основном это семейные пары, жители нашего города, гости города. Очень много людей с Ухты приезжают к нам. Приезжают и туристы, заказывают специально экскурсию в нашем парке Юготлун. Оксана, а вот такое интересное дерево, что это такое? Это еще одна достопримечательность парка. Чудо-дерево, дерево любви. Выковано нашим мастером кузнечных дел Михаилом Сосиным. Очередное его произведение. Столб обрамляют такие колечки, которые напоминают кольца брачные, свадебные кольца. Листики – это каждая семья. Вот, если можно даже посмотреть название семьи, в каком году бракосочетались. Так? И чем больше будет листочков на дереве, тем больше будет семей в нашем городе. А вот тут 2009 год написано. Это они уже потом приносили? Да, наверное, это потом это заказывали, да. Каждый хочет запечатлеть свое счастье на дереве любви. В центре парка деревянные скульптуры знаменитых столбов выветривания на плато Мань-Пупунер. Эти мансийские болваны описаны во многих коми-легендах и сказаниях. А рядом с водопадом, который символизирует непрерывное течение коми-рек, царь тайги – бурый медведь Эш. На входе в парк символ Сосногорска – глухарь. Говорят, если закинуть монету ему в клюв и загадать желание, оно непременно исполнится. Наталья Петровна, вот кто из муниципалитетов, на ваш взгляд, самый креативный в туризме? Кого можете выделить? Сейчас Сосногорск явно всех обогнал. Я так за них порадовалась искренне, потому что было время, когда их не было ни слышно, ни видно, а оказывается, они парк строили в это время. Но действительно захотелось прямо поехать, посмотреть это воочию, попытаться там глухарю чего-нибудь закинуть. А если говорить о других муниципалитетах, то креативный Троицко-Печорский район, да, проект Сенофест, это уникальный проект и за очень маленькие деньги. Очень сильно Воркута выделяется из общей массы. Вот их тема – это арктический туризм, туры на север, в том числе там до Карского моря. Наталья Петровна, вот мы как раз с Воркутой тоже сегодня связывались, но я хочу напомнить одну такую презентацию, которая была год назад. Даже 1,5. Общественники Воркуты приезжали в Сыктывкар и презентовали проект русского арктического парка. Как они сказали, это креативная альтернатива созерцательному туризму. Активисты рассказали о парке экстремальных видов спорта, этнодеревне Коми и Ненцев и замке Снежной Королевы. У молодежи, по словам авторов проекта, большой спрос на модные виды спорта. Это паркур, сноуборд, сноукайт. Визитной карточной Воркуты, по мнению общественников, мог бы стать замок Снежной Королевы, который включает ледяные залы,
залы, центры для проведения спортивных соревнований, отели, кафе, надземные и подземные галереи, ледодром, скалодром, крытую горнолыжную трассу. Однако, по словам практиков, это все проекты несбыточные, но туризм арктический в Воркуте действительно начинается с экстремального туризма. Я предлагаю посмотреть комментарии руководителя Воркутинского центра отдыха и туризма Николая Грязнова. На данном этапе основным все равно направлением на территории Воркутинского района является развитие и популяризация экстремального туризма. Но на базе МБУ городского центра было заключено соглашение с сообществом коренных народов севера немцев, это Тебертя. И сейчас мы еще продвигаем продукт в виде этнотуризма, то есть с посещением выезд в чумы, знакомство с бытом и легендами коренных народов севера. Также самое остается популярным достаточно направлением – это исторический туризм, в частности по истории развития города. За счет того, что удаленности и отсутствия логистики как таковой на территории Воркутинского района, у нас очень сложно до нас добираться туристам. И поэтому очень положительной динамики, конечно, нет, но мы работаем в этом направлении, чтобы улучшить привлекательность, разрабатываем новые туристические маршруты и продукты. По факту, в основном у нас туристы все равно местные, в большинстве своем. То есть и занимаемся именно оздоровлением детей на природе. То есть вообще за прошлый год у нас мы вывезли 566 детей, это на станцию высот под нашим именно с Министерством образования и с нашими услугами инструкторов-проводников. И было организовано 8 детских походов 4-дневных. Вывезли тоже 144 ребенка. Касательно приезжих туристов, то в основном у нас все равно приезжают больше на рыбалку, на охоту. Вы знаете, что меня удивило? Когда были цифры за 2015 год, оказалось, что Сыктывкар и Воркута примерно по 29 тысяч туристов. Несмотря на то, что где Воркута находится, и где Сыктывкар, что добраться туда все-таки сложнее. Еще нас заинтересовала в нашей программе вот какая тема. Как развивается у нас рынок сувенирной продукции? И этот вопрос мы задали сыктывкарскому предпринимателю Светлане Туровой, которая сейчас как раз продвигает этномоду. И сегодня, я знаю, в этнопарке Джону Уоррену она свою коллекцию как раз демонстрировала. Да. Слушаем комментарий. Магнитики уже заняли свое место на холодильниках, какие-то такие безделушки уже народ меньше берет, больше обращает внимание на вещи еще, которые можно применить в быту. Не просто поставить на полочку, чтобы пылилось, а чтобы вещь была функциональная. Мы тоже как раз на форуме ЙОШ в том году встречались с представителями из Финляндии, с Норвегии. Они тоже сказали, что покупательская способность туристов именно по сувенирной продукции, она меняется в сторону тех вещей, которые можно применить утилитарно в доме, в квартире. Наталья Петровна, есть у нас оригинальные какие-то сувениры, которые нас отличают от других регионов? Созданы они уже? Я думаю, что оригинальные сувениры есть. Опять же, их у нас делают, мы их видим, покупаем, дарим, но, может быть, не в том количестве, и, может быть, действительно, если говорить за пределами Республики Коми, они настолько узнаваемы. Мне очень нравятся, к примеру, поделки из дерева, в любом в любой форме, будь то спил просто элементарно карты Республики Коми в разрезе муниципальных образований и заканчивая маленькими какими-то фигурками а-ля Нецке. То есть это оригинально, я это с удовольствием дарю, и я знаю, что те, которым я подарила, они тоже рады, что я это им подарила. Сейчас недавно была в Санкт-Петербурге, был огромный спрос почему-то, хотя Светлана тут свое мнение, на магнитики в форме рыбы. Они знают, что Коми — это рыба, привези нам, Наталья, пожалуйста, магнитики в форме рыбы. То есть такая история. То есть с креативом у нас все в порядке? Я думаю, что да, у нас очень креативные люди работают в сфере туризма. Сегодня мы провели опрос в группе Юргена ВКонтакте «Почему вы не отдыхаете в Коми?». Смотреть нечего, не по карману, нет дорог, мало информации по турам. И вы знаете, меня очень удивила позиция, что 41% респондентов сказали мало информации по турам. И только, посмотрите, 23,5% смотреть нечего, 23,5% нет дорог. И около 12% сказали, что не по карману. Это меня настораживает, мало информации по турам. А есть у нас такой сайт, где все турпродукты у нас описаны.
Я знаю, что в прошлом году мы эту работу вели, запускали огромный проект по созданию туристского портала Республики Коми. Сейчас пальму первенства перехватило Министерство культуры и туризма Республики Коми. Я думаю, что они занимаются над этим вопросом, продолжают начатое. Вот. И я знаю, что очень много времени было потрачено на то, чтобы Республика Коми появилась в федеральных туристических порталах. Мы очень много работали над этим, и информация имеется. Тот же портал, который курирует Ростуризм, там, по-моему, он называется Russia Travel, что-то как-то так название. То есть при желании все-таки можно найти все наши маршруты? Да, мы там есть, мы там представлены, в том числе в разрезе турпродуктов, в разрезе муниципальных образований, что где посмотреть, поэтому есть. Но что интересно, несмотря на это, все равно потребитель говорит, что информации о туризме мало. Поэтому, видимо, нужно прилагать больше усилий в этом направлении. Или более агрессивно как-то продвигать. Или более агрессивно продвигать. Наталья Петровна, спасибо вам за участие в нашей программе. Сегодня мы говорили о том, стоит ли отдыхать в нашей республике. Завтра смотрите «Детали дня. Личный прием». На ваши вопросы ответит министр физической культуры и спорта Николай Бережной. Всего вам самого доброго.